Are we blessed to be in church today? Amen. Все благословенны быть сегодня в церкви. It's always good to be with the family of God. Всегда хорошо быть в Божьей семье. We'll give just a couple of minutes, real quick. Давайте быстренько собираемся. We'll take a break. We'll be back when we finish this second lesson today. We'll be back at 3 o'clock. Когда мы закончим это второе собрание, то после этого мы разойдемся на перерыв до 3 часов. В 3 часа мы снова соберемся. Let's turn to Isaiah chapter 6. Давайте откроем вместе книгу пророка Исаии, 6 главу. Father, we thank you for the Word of God. Отец, благодарим Тебя за Слово Божье. I pray you give us an ear to hear and a heart to receive. Прошу Тебя, дай нам ухо слышать, дай нам сердце воспринимающее. Put a hunger and a thirst for righteousness in our hearts. Вложи в наши сердца голод по праведности. We might walk in obedience in our daily life. Чтобы мы могли ходить в послушании That Jesus Christ may be honored and glorified. чтобы Иисус Христос был прославлен и возвеличен. In Jesus' name be. Во имя Иисуса. Аминь. Again, I can't overemphasize the importance of allowing the Lord just to speak to your heart today. И вновь я хочу повторить о том, как важно позволить Господу говорить в ваше сердце в это время. Again, there's so much that we want to speak about the holiness of God, even so much. И есть так много, чтобы мы могли сказать о святости Божьей. There's many things you preachers will desire to want to say as we share, amen. Потому что я знаю, что ваши проповедники, ваши пастора хотели бы, чтобы еще много других вещей мы здесь упомянули и сказали. But my prayer has been that this will stir a hunger in your heart to walk in what we're preaching. Но моя молитва в том, чтобы то, что вы услышите, это зажгло ваше сердце. If you'll let God stir a passion in your soul for this holiness, God, the Holy Spirit, will give you the grace to walk in Если it. вы позволите Богу зажечь эту страсть по святости, то Дух Святой научит вас остальному. This is the answer to the world, amen. И это ответ для этого мира. The answer to this world is the church being the church one more time. Ответ для этого мира в том, чтобы церковь вновь стала церковью. How many of you know that's the answer this world needs? The Кто из church вас being the church. понимает, что это есть ответ для мира, чтобы церковь была церковью? Amen. Isaiah chapter 6. Исайя 6 глава. We'll talk about in this lesson holiness and the life of Christ. В этом собрании мы поговорим о святости и жизни Христа. Holiness and the life of Christ. Святость и жизнь Христа. Chapter 6, verses 1 through 8. 6 глава с 1 по 8 стих. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края лис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. 2 закрывал каждое лицо свое, 2 закрывал ноги свои, 2 летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курением. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника. И коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». And we know that Isaiah was a prophet here as we read the scripture. Мы знаем из Писания, что Исаия был пророком. But even as a prophet, something had to be moved out of the way for him to see this holiness. Но даже будучи пророком, что-то должно было быть удалено из его жизни, чтобы он мог увидеть святость Божию. Isaiah had allowed Uzziah to get between him and the Lord. Amen. И мы знаем, что Исаия позволил царю Озии стать в какой-то момент между ним самим и But Господом. when Uzziah was moved aside, the Bible says, I also saw the Lord. Amen. И написано, когда Озия был убран
в сторону, тогда Исаия говорит, я также увидел Господа. Many times we've allowed something to come between us and the wholeness of God. Amen. Очень часто мы позволяем встать чему-то между нами и святостью Божьей. And God will come and remove that from us that we might see Him high and lifted up again. И Бог приходит и сдвигает это в сторону, для того, чтобы мы снова могли увидеть Его высокого и превознесенного. Acts chapter 5 again. Снова Деяния, 5 глава. Let's just read verses 12 through 16 again. Прочитаем снова с 12 по 16 стих. Listen to these words again very carefully. Acts 5 verses 12 through 16. Деяния, 5 глава, с 12 по 16 стих. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломонова. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Wholeness in the life of Christ. Amen. Святость и жизнь Христа. And we want to talk about just for a few minutes here the actual wholeness of God. Мы поговорим сегодня здесь о настоящей истинной святости Божьей. The very fact that God is wholeness. Amen. О самом том факте, что Бог есть святость. There is a holy Trinity, Father, Son, and Holy Ghost. Есть эта святая Троица, Отец, Сын и Дух Святой. And again, I pray these things will stir a deep desire in our hearts for this holiness. И вновь я молюсь, чтобы эти вещи произвели в глубине наших сердец это сильное желание по святости. We know in Isaiah chapter 6 when this prophet, when Uzziah died and was moved out of the way. Мы читали об Исаии, когда умер Озия, царь Озия. A cry came into the heart of Isaiah. Но мы видим, как в сердце Исаии зародился такой вопль. When Isaiah saw this wholeness high and lifted up in his train filling that temple, a Когда cry. Исаия увидел эту святость, он увидел Господа, высокого и превознесенного, и Его славу, которая наполняла храм. God wants that same cry back in the house of God. Amen. Бог хочет, чтобы тот же самый возглас сегодня вернулся в Дом Божий. And we know what the three cries of Isaiah were. И мы знаем, какие были эти три возгласа Исаии. In the light of that wholeness, Isaiah cried out, "Woe, I'm undone." Amen. Woe is me, I'm undone. Когда он попал в святость Божию, то первое, что он сказал, горе мне, ибо я нечистый человек. In the light of that wholeness, Isaiah had to acknowledge that he was undone. Amen. В свете этой святости Исаия должен был признать свою нечистоту и несовершенство. But at the same time, there was a cry for a coal from that altar to be cleansed. Но в то же самое время там был этот вопль о том, чтобы быть очищенным. Now, if we'll get back to the true wholeness of God, that same thing will happen in the church one more time. Если мы по-настоящему возвратимся к святости Божией, то то же самое произойдет снова в церкви. We see ourselves compared to the Lord Jesus Christ. Мы увидим самих себя в сравнении с Господом Иисусом. We will cry out, "Woe is me, I am undone." И мы также воззовем: горе нам, горе мне, потому что я нечист. But it won't drive us away from God, it'll draw us to God. Но это не оттолкнет нас от Бога, но наоборот привлечет нас ближе к Богу. We, like Isaiah, will cry out for that coal from the altar to be cleansed. И как Исаия, мы будем молить Бога, чтобы этот уголь очистил нас. Isaiah had a third cry as well. И точно так же мы видим третий возглас Исаии. That cry of, "Here I am, send me." Это возглас, когда он говорит: вот я, пошли меня. I want that cry in my heart, praise Я God. хочу, чтобы такой голос был в моем For сердце. I know that I've been to an old-fashioned altar. И я знаю, что это начинается все I let the благодаря. Spirit of God cleanse and wash through my life again, amen. Чтобы Дух Святой мог вновь очистить и омыть And мою that жизнь. purity of life and wholeness of God has saturated our beings, amen. И чтобы святость и чистота Божья вновь пропитала наше естество. Now these three cries that Isaiah had was passionate, they were life, amen. И вот эти три возгласа, которые мы здесь читаем об Исаии, они были страстными и они были живыми. And we should desire that passion and that life again in the house И of мы God. точно так же должны вновь желать эту страсть и эту жизнь в Доме Божьем. Now this morning we've already seen the effects of this wholeness in the early church. Сегодня мы уже рассматривали, какие результаты, какие эффекты приносит с собой эта святость в
в Доме Божьем. Now, I'm going to be repetitious just for a few minutes. Amen. И я хочу повториться несколько минут. We saw the effects of the early church embracing the holiness of God. Мы видели, каким эффектом привело то, что первая церковь восприняла святость Божью. I believe this story is here to show us what could be the normal atmosphere of the church. Я верю, что эта история здесь записана, чтобы показать нам, какой должна быть нормальная атмосфера церкви. An atmosphere that we've gotten away from for the most part. Amen. Это та атмосфера, от которой мы в большей части сегодня удалились. We're not short of talent, we're not short of organization, but we're short of the purity and holiness of Мы God. не имеем недостатка в талантах и в организации, но нам сильно не хватает чистоты и святости Божьей. But in that early church, we saw a shadow cast by this holiness and purity. Amen. Но в этой первой церкви мы видим тень, которая падала от этой святости и чистоты. Because Christ had the preeminence in all things. Потому что Христос имел первенство во всем. Now, Paul teaches us about that preeminence. Amen. И Павел учит нас об этом He первенстве. teaches us about Christ being in, Christ being all, and Christ being in all. Он Amen. говорит, что Христос должен стать всем и во всем. But the Bible tells us this last day church, for the most part, has pushed Jesus to the outside. Но Библия говорит нам о том, что церковь последнего времени в большей своей части выгнала Иисуса за Where we see дверь. the person of Jesus knocking on the door to get back in. И мы видим, как Иисус стоит и стучится в дверь, чтобы вновь войти в церковь. They're still talking about Jesus. Они все еще говорят там об Иисусе. They're still worshiping and praising and giving to Jesus. Они все еще продолжают петь, молиться, поклоняться и давать, But жертвовать Иисусу. it was a character of life that they had divorced themselves from. Но вот этот характер и жизнь, церковь отрезала себя от него. Religion divorces itself from morality. Религия отстраняет себя от морали. Religion will divorce itself from true character. Amen. Религия, которая отстранила себя от истинного характера Христа. Do you remember there's a time in Jeremiah where he prophesied that God would come and destroy the temple of God and the city? Вы помните, когда Иеремия в свое время пророчествовал о том, что Бог уничтожит храм Божий и уничтожит And Иерусалим. they cast Jeremiah in prison because of that. И за это Иеремию посадили в тюрьму. They couldn't believe that he would think that God would destroy the city and the temple of God. Они не могли поверить в то, что сам Бог может разрушить город и храм. Because all they knew about the temple of God was the tradition of the temple Потому of что God. все, что они знали об этом храме, это была традиция, связанная And с surely храмом. God won't destroy his own temple. Amen. И, конечно же, Бог не хотел разрушать свой храм. Jeremiah wasn't talking about tradition, he was talking about character. Но Иеремия говорит не просто о храме как о традиции, но о храме как о He характере. said God would destroy it because of the lack of character in the city and in the temple. И он Amen. говорит, Бог разрушит храм и город из-за того, что там нет его характера. See, in these last days, we've divorced religion from morality. Amen. И мы видим, что в эти последние дни мы рассоединили религию от морали. God bring us back to this purity and holiness of life. Но Бог хочет возвратить нас к этой святости и чистоте жизни. Again, this shadow was cast in the early church because of the proper attitude they had toward the И holiness of мы God. уже говорили, что эта тень в первой церкви была благодаря тому, что они имели правильное отношение к Божьей святости. The holiness of God was allowed to stand up in that church. Святости Божьей было позволено встать там в той церкви. A holiness that cleansed and set free and purified and healed the sick. Это Amen. святость, которая очищала, освобождала, исцеляла больных. It changed the hearts of all those that came under the influence of that holiness. Она изменяла сердца всех тех, кто попадал под влияние этой святости. Great fear and great power came back in the И church. мы видели, как великий страх и великая сила наполнили That церковь. fear and that power permeated the body of Christ. И этот страх и эта сила пропитали тело Христа. But we see a shocking reality when we look at that church compared to what we see for the most part today. Но когда мы сравниваем ту церковь с тем, что мы видим сегодня в большинстве случаев, то мы видим шокирующую реальность. Now, I didn't come to cast stones in the church today, amen. И я сюда не приехал, чтобы бросать сегодня камни в церковь. I would cast stones at myself if I did, amen. И если бы и надо было бросить камень, я бы первый бросил в себя. I'm a part of this church, the body of Christ. Потому что я сам часть этой церкви, тела Христа. But I believe in reality, amen. Но я верю в Божью реальность. We must see reality of where we were compared to where we're at, amen. И я хочу, чтобы мы увидели реальность того, где однажды была церковь и где она сегодня. And we read Acts chapter 5, it should stir a cry in our hearts. И
И мы читали 5 главу Деяний апостолов, чтобы возбудить этот крик в It нашем should сердце. revive this purity and holiness to come back to the house of God. Это должно возбудить этот вопль, молитву, потому чтобы святость и чистота Божья вернулись в церковь. Because for the most part, we see so little of this holiness anymore. Потому что в большей части мы видим так мало от этой святости. We were talking about it during the break, but the bishop and the pastor, amen. Мы разговаривали об этом с пастором и с епископом во время перерыва. The reason this holiness is a personal responsibility, amen. И святость – это наша личная ответственность. We'll get to that last thing this afternoon. И мы еще вернемся к этому сегодня после обеда. But we don't see much of this holiness in the house of Но, God. к сожалению, мы не видим сегодня многого из этой святости в Доме And one of Божьем. the reasons is we have a wrong attitude in our hearts about the holiness of God. И одна из причин в том, что у нас неправильное отношение сердца к святости Божьей. And our attitudes concerning this holiness is one of the most important things we can have. И Amen. наше отношение к святости – это одно из самого важного, что у нас должно быть. If we take this lightly, if we take this indifferent, we'll not have the right attitude. Если мы будем относиться к этому легкомысленно, безразлично, у нас никогда не сформируется правильное отношение. If we think this is something out of our reach because we don't have the right attitude, amen. Если мы думаем, что это что-то недосягаемое для нас, это потому что And неправильное отношение. we will never rise above our attitude of heart toward the holiness of Мы God. Never. никогда не сможем подняться выше, чем наше отношение к Божьей святости. This attitude will affect our ministry in every aspect of our lives. Это отношение к святости будет отражаться на нашем служении и на каждом аспекте нашей жизни. Everything you say is affected about your attitude and your thoughts toward God. Amen. Все, что вы говорите, это будет отражать ваше отношение к Богу в вашем мышлении. The history of the church will show us that men never rose above their heart attitude toward God. История церкви показывает нам, что человек никогда не сможет подняться выше, чем то отношение, которое он имеет в своем сердце к Богу. Now, I want that to sink in this afternoon. Я скажу сегодня опять то же самое. I want you to think about that just for a few minutes. Я хочу, чтобы вы поразмышляли над этим несколько минут. If we have the wrong attitude toward the Word of God, toward the truth, Если у нас неправильное отношение сердца к Слову Божьему, if we have the wrong attitude toward this holiness of God, если у нас неправильное отношение к Божьей святости, we never rise above this purity of our attitudes. Amen. то мы никогда в этой чистоте не поднимемся выше нашего We'll отношения live к a сердцу. compromised life. Мы будем жить жизнью полной компромисса. Very important for us to have this right attitude. Поэтому для нас так важно иметь это правильное отношение. Listen very carefully what I'm about to say. Послушайте очень внимательно. То, что я What сейчас we think of the holiness of God today То, что мы думаем сегодня о святости Божьей, will affect the church tomorrow. повлияет на завтрашнюю церковь. We can, with precision, foretell what the church will look like 20 years from now. Мы можем с точностью сказать, как будет выглядеть церковь 20 лет As спустя. we look at our attitude toward the purity and the holiness of God today. Если мы посмотрим на наше сегодняшнее отношение к чистоте и святости Божьей, If the leaders of the church today have the wrong attitude toward this holiness, если руководители церкви сегодня имеют неправильное отношение к Божьей if святости, you and I as preachers and bishops and leaders have the wrong attitude, amen, если мы с вами, как проповедники, епископы, лидеры, имеем неправильное отношение, if the leadership of the church today is loose or indifferent in any way toward this holiness, если сегодняшнее руководство церкви будет безразлично или легкомысленно в отношении святости, there will be in the church a spirit of looseness and worldliness, amen. то тогда в церкви будет этот дух безразличия и дух привязанности к миру. And that looseness and worldliness has come through the leaders that have paved the way. И Amen. вот это безразличие и беспечность приходит в церковь через лидеров, которые открыли им путь в That's церковь. a part of the personal responsibility we have as leaders in the church. И поэтому это часть нашей личной ответственности как лидеров, руководителей церкви. But something happens beyond even that. Но что-то еще происходит даже дальше, за пределами этого When всего. we allow this looseness and worldliness into the house of God, Когда мы позволяем этому мирскому состоянию и беспечности приходить в Дом Божий, it makes this holiness just a mere religious doctrine. Amen. то святость тогда превращается просто в какую-то религиозную доктрину. It becomes a doctrine. It becomes theology now. Amen. Это просто становится
становится доктриной, теологией. And it's no longer a burning passion of the heart. Она перестает быть горящей страстью нашего сердца. And we'll say God's holiness is no longer really needed in the church. И мы придем к тому, что мы будем говорить, что в Божьей святости больше нет необходимости в церкви. Look at all we're accomplishing. Look at all we're doing without this holiness. Посмотри на все то, что мы можем сделать и достичь без этой святости. On the other hand, we cannot legislate this holiness. С другой стороны, мы не можем узаконить эту святость. It must come from the heart. Это должно происходить из сердца. Holiness must be an overflow of the heart touched by God. Сердце, святость должна стать избытком сердца, к которому регулярно прикасается Бог. So God's telling us He'll stir a cry in our hearts. Итак, Бог говорит нам, что Он поднимет снова этот крик, вопль в нашем He'll сердце. stir a passionate cry for this holiness. Он хочет снова зажечь эту страсть в сердце по святости. If He doesn't, we'll just take it for granted. We'll just get familiar with God. И если этого не произойдет, то мы можем просто стать фамильярными с Богом. And we'll look at all that we're accomplishing without this holiness. И Amen. мы будем смотреть на все свои достижения, которые мы смогли достичь без святости. Isaiah was a prophet of God when he saw the Lord high and lifted up. Исайя был пророком Божьим, когда он увидел Господа But высокого и вознесенного. something had to be moved aside. Что-то должно было отодвинуться в сторону. I've been preaching for a long time. Я уже долго проповедую Слово Божье. There's been many times God has had to come and move things out of my way. И много раз Богу приходилось приходить в мою жизнь и сдвигать что-то в ней в сторону. I had my eyes on things I shouldn't have had them on. Потому что мой взор оставался на том, на чем он не должен был Not оставаться. necessarily sinful things, Это не обязательно речь идет о греховных but вещах. you get away from God. Amen. Но ты просто отвлекаешься от We get Бога. away from that cry, that passionate cry for God. Мы отвлекаемся от этой страсти по Богу. And we look at all that we're doing, all that we're accomplishing. How do we need this holiness? Начинаем видеть все то, что мы делаем и можем достичь. Why do we need this separation? И Amen. почему нам тогда нужна эта святость, это отделение? And then we look at the rest of the church. И потом мы смотрим на остальную церковь. So I know we do this. Amen. Я знаю, что мы это делаем. We look at the rest of the church. Мы смотрим на остальную церковь. And we see the looseness. И мы видим это We see the worldliness. беспечность, мирское состояние. And they look like they're doing fine. И выглядит все так, что у них все хорошо. They're growing. People's happy. Они растут, люди довольны, Everything's good. все хорошо. They got the good life. У них хорошая жизнь. And here we are, we think we're stuck in some holiness message. А Amen. мы здесь начинаем чувствовать, как будто мы застряли в какой-то проповеди о святости. If we don't keep the right attitude about this holiness, Но если мы не будем сохранять правильного отношения сердца к святости, we'll become just what God said about Samson. мы станем тем, что Бог говорил когда-то о Самсоне. And what was it that God said about Samson that ought to strike fear in our hearts? И что говорил Бог о Самсоне? Это принесет сердце, это должно принести страх в наши He сердца. said he became like all other men. О нем написано, что он стал подобным всем остальным людям. Samson became like all other men. Самсон стал таким же, как и все остальные люди. I don't want to become like all other men. Я не хочу стать, как все I люди. don't want to be like every other preacher. Я Amen. не хочу стать, как все остальные проповедники. I want to be a man of God. Я хочу быть человеком I Бога. want to walk in purity and holiness. Я Amen. хочу ходить в чистоте и святости. I want to look like the rest of the church. I want to look like the church. Я Amen. не хочу выглядеть, как вся остальная церковь. Я хочу выглядеть, как церковь истины. Are you with me, church? Вы понимаете, о чем я Are you говорю? with me this morning? Вы согласны с этим? You know, it's like the Chinamen that went to America. The men from China that went to America. Однажды приехала группа китайцев в A Америку. group of Christians went to America, China. Была группа китайских христиан, которые приехали в Америку. Ain't been very long ago. Это было не так давно. They purposed to go to many churches across America to see what God was doing. И они хотели поездить по церквям в Америке, чтобы посмотреть, что Бог там делает. They went to mega churches, they went to small churches. Они посещали мега-церкви, они посещали маленькие общины. They stayed for several weeks in America looking at some of the major churches. И они провели в Америке несколько недель и посещали такие основные известные церкви. These were men of God. Это были люди Божьи. And when they finished their journey, they had this to say. И когда они окончили свое путешествие, то вот что они сказали. They were amazed at the church in America. Они удивлялись церкви в Америке. They were amazed at how much they could accomplish without God. Они удивлялись тому, как можно много достичь без Бога.
Most of what they had seen, they knew was accomplished without God. Amen. Большую часть того, что они видели, они понимали, это все достигнуто без Бога. You see, we can accomplish a whole lot without God. Вы знаете, мы можем достичь очень много без Бога. He showed us this morning that early church had a cry for holiness. Amen. Но сегодня мы видели, что в ранней церкви присутствовал этот вопль о святости. A heart that was touched with an overflow of that holiness. Это сердце, к которому прикасается Бог, и A heart that yearns for clean hands and pure hearts. это сердце, которое желает и склоняется к чистоте рук и When you чистоте сердца. yearn for clean hands and pure heart, you have the right attitude. И если ты желаешь иметь чистоту сердца и чистоту рук, это значит, что у тебя есть правильное отношение к святости Божьей. Now let's look at this holiness of God. Давайте посмотрим еще на святость Божью. The word holy is an Anglo-Saxon word. Amen. Это слово «святой», It means well or whole. это в нашем языке означает цельный или здоровый. God's first concern for mankind is their moral health. Amen. И поэтому мы видим, что Божье беспокойство номер один в отношении человека – это его духовная здравость или цельность. First desires for your moral health and your moral well-being. Бог желает еще больше, чтобы мы были здравы в нашем моральном человеке. God wanted man well and whole from their sin sickness. Бог хотел, чтобы человек был здрав и свободен от болезни греха. So God gave us His Son to die on the cross. И поэтому Бог отдал своего Сына, который умер на кресте. Jesus would shed His blood for the sickness of mankind. Иисус пролил свою кровь, чтобы исцелить человечество от его болезни. And through the shedding of His blood, men can be set free of this sin sickness. Amen. И благодаря пролитию крови Христа человек может получить освобождение от болезни греха. Jesus said, I've come that you might have life and have that life more abundantly. Иисус говорит, я пришел, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком. This is holiness brings forth a healthy, godly Christian life. Итак, святость – это то, что приводит к святой и чистой христианской жизни. Did you hear that? Holiness brings forth a healthy and a godly Christian life. Святость приводит к умножению чистой, святой христианской жизни. It brings forth the nature of Jesus in everyday life. Amen. Она приносит природу Христа в каждый наш день. Therefore, the holiness of God and the moral health of man are inseparable. И поэтому Божья святость и моральное здоровье человека, они неотделимы друг от друга. The holiness of God and the moral health of man are inseparable. Святость Божья и моральное здоровье человека неотделимы. And that teaches us something about the judgments of God. Это учит нас чему-то о святости Божьей. Every judgment of God that you read in this Bible, all through history, Мы понимаем, что каждый суд Божий, который мы читаем в Библии и видим в истории, has always been a holy act of preservation. это всегда было божественным действием для сохранения. Judgment is not designed to destroy, but to preserve. Суд Божий предназначен не для того, чтобы уничтожить или разрушить, но для того, чтобы сохранить что-то. It's to preserve the health and the life of the church. Amen. Он предназначен, чтобы сохранить жизнь и здравость церкви. When you look at the life of Jacob when he came to Peniel, amen, Когда мы посмотрим на жизнь Иакова, когда он пришел в Пенуэл, he said, I wrestled with God, I've seen God face to face. он говорит, я боролся с Богом, я видел Бога лицом к лицу. And what did Jacob say when he wrestled with God? My life has been preserved. Amen. И что потом говорит Иаков? И жизнь моя была сохранена. The judgment on the old Jacob was to preserve the life of God. Суд над этим ветхим Иаковом был для того, чтобы сохранить жизнь Божию. That was the attitude that Peter and the early church had. Это было то отношение, которое имел Петр и ранняя церковь. They knew this was God preserving the wholeness and the life of Они Christ. понимали, что суды Божьи для того, чтобы сохранить святость Христа. And that's the attitude we must have toward the wholeness of God. И это то отношение, которое должны иметь и мы к святости Божьей. If the life of Christ is going to be preserved in the church, Что если жизнь Христова будет сохранена в церкви, not my life made better, не моя жизнь, not our talent, not our ability, не мои таланты или but the способности, life of Christ is going to be preserved in the church. но если мы хотим сохранить жизнь Христа в It can церкви, only be preserved through the wholeness of God. Amen. это может быть сохранено только благодаря святости Божьей. This wholeness will produce the life of Christ. Эта святость произведет жизнь. That's what Peter knew. Это то, что That's понимал what Петр. that early church knew. Это то, что знала эта ранняя церковь. They knew the life of Christ that they had.
Они знали, что та жизнь Христова, которую они имели, only came through the preserving power of God's holiness. может прийти только благодаря вот этой предохраняющей And they силе would not святости. compromise that life. И поэтому они не шли на компромисс с этой жизнью. That's why the judgment of God fell upon Sapphira and Ananias. Это причина, почему суд Божий пал на Ананию и Сапфиру. God was preserving life. Бог сохранял свою жизнь. I said God was preserving life. Бог сохранял жизнь. But He was preserving the life of Christ. Но Он сохранял жизнь Христа. That's the life that must be preserved in the house. Это та жизнь, которую нужно защищать и хранить в So церкви. let's look at the sin of these two people, amen. Давайте мы еще раз посмотрим на грех этих. And why God was so severe on these two people. И то, почему Бог так строго поступил с этим. Why this shadow of holiness would come to preserve the real life of Christ. Почему эта тень святости является, чтобы защитить истинную жизнь Христову. Get in your mind holiness and the life of Christ. Просто имейте это в виду в своем уме. Святость и жизнь Христа. What was the real sin of Sapphira and Ananias? В чем был по-настоящему грех Анании и Сапфиры? What was the real sin? В чем был настоящий грех? Hypocrisy. Это было лицемерие. The real sin was hypocrisy, amen. Настоящий грех здесь это было лицемерие. A counterfeit for the real thing. Была подделка чего-то истинного. They imitated the life of Christ on the outward man, Они имитировали жизнь Христа внешне, while the inner man had other plans and other motives. в то Amen. время как внутренний человек имел совсем другие мотивы и другие планы. But this can never produce true Christianity. Но это никогда не может произвести истинного христианства. This counterfeit will never produce the life of Christ. Эта подделка никогда не сможет произвести жизнь Христа. It is only a counterfeit of the life and the moral health that only holiness can produce. Это подделка вот этой духовной здравости и жизни, которую может на самом деле произвести только святость. And we know we only see the counterfeit when there's a genuine. И мы знаем, что не всегда видна разница между There can only be подделкой и a настоящей. counterfeit. There's only a counterfeit. There's a genuine to copy. Мы понимаем также, что не может быть подделки, если не было чего-то оригинального. That was the spirit of Sapphira and Ananias. Вот такой был дух Анании и Сапфиры. They wanted to infiltrate the church with this counterfeit life. Они хотели проникнуть в церковь с этой поддельной жизнью. They wanted to lower the standard of God's holiness in the house. Они хотели занизить стандарты Божьей святости в Доме Божьем. That was Satan desiring to come back into the church. Это было желание сатаны вернуться и проникнуть в церковь. We saw Satan in Genesis. Мы видели сатану в книге Бытие. We saw that voice of Satan speaking to Eve. Мы видели, как голос дьявола говорит с Евой. We saw that same voice in Matthew when Jesus went to the wilderness. Мы видим тот же самый голос, когда Иисус в Евангелии от Матфея зашел в пустыню. That was an echo of that voice out of the garden. Это было эхо того же самого голоса, который звучал когда-то в саду. That was Satan trying to get man again away from the Word of God. Это сатана, который вновь пытается отвлечь человека от Слова Божьего. And here again in Acts chapter 5 within the church. И в Деянии 5 главе мы вновь видим врага, который пытается проникнуть в He церковь. wanted to plant Sapphira and Ananias in that church. Он хотел насадить своих Ананию и Сапфиру в церковь. He wanted to plant compromise in the house of Он God. хотел насадить компромисс в Доме Божьем. And that compromise will eventually stand up and say, we have the life of God. И этот компромисс в конце концов встанет и скажет: мы имеем жизнь. We're doing just fine the way we live. У нас все хорошо так, как мы живем. Look at us, we're excited. Посмотри на нас, мы все рады, возбужденные. We're increased with goods. Мы умножаем свои богатства. Does that term sound familiar? We increase with goods and have need of nothing. Звучит это где-то для вас знакомо, что That's я what- все имею, ни в чем не нуждаюсь. That's what Jesus said of the last day church, that he was standing on the outside of. Это то, что Иисус говорит о церкви последних дней, где Он стоит за дверью. So Satan wanted to plant that in the church, compromise. И так сатана хочет насадить это в церкви, компромисс. That Sapphira and Ananias to say, we brought forth the church life Чтобы Анания и Сапфира сказали: мы поддерживаем жизнь церкви through our intellect, through our talent, through our organization. своим интеллектом, своими талантами, своей организацией. We didn't have to give everything up to be committed to God. Нам не нужно всем жертвовать, чтобы быть посвященными Богом. That spirit is in the church И today. этот дух сегодня находится в церкви. We can hold on to some of who we are. Мы можем
сохранить то, чем мы являемся, we don't need all this cross and self-denial and dying to self. не нужен постоянно этот крест, отвержение себя, смерть для себя. But Peter and that early church refused to compromise. Но Петр и ранняя церковь отказались пойти I на said этот they компромисс. refused to compromise. Они отказались пойти на этот компромисс. We must refuse to compromise this last hour. Мы должны быть способными отказаться от компромисса в We этот час. have a cloud of witnesses around us that says refuse to compromise. У нас есть целое облако свидетелей, которые все отказались от компромисса. We must not compromise this message of hope. Точно так же мы не должны идти на компромисс со словом святости. Peter and this early church knew the only power they had came through walking in purity. Amen. Петр и первая церковь понимали, что единственная сила, которую они имеют, это благодаря хождению в That чистоте и свете. this life must be preserved by the power of God. И эта жизнь должна быть сохранена силой Божьей. They knew that man could not produce this life. Они понимали, что человек не может произвести эту I жизнь. can produce a good sermon. Человек может произвести I can хорошую produce проповедь. good songs. Я могу произвести хорошее I can пение. organize fasting and prayer gatherings. Я могу организовать собрания для I can постоянных organize молитв. meetings. Amen. Я могу организовать другие I собрания. can look real serious. Я могу выглядеть очень I серьезно. can look real excited. Я могу выглядеть But I возбужденным. cannot produce the life of Но Christ. я не могу произвести жизнь Христа. We cannot produce this life within ourselves. Мы не Amen. можем произвести эту жизнь по себе. Peter knew they could not compromise the purity and the power of the holiness of И God. поэтому Петр понимал, что он не может позволить себе пойти на компромисс с That святостью. was their attitude toward this holiness. Это было его отношение к And they святости. stood firm. И они стояли I твердо. said they stood firm, Они praise God. стояли в этом твердо. They did not waffle, amen. Они не колебались. They did not compromise. Они не шли на компромисс. Paul said, all they should turn from me. Павел говорит, все ассийские оставили When I меня. did all I needed to do, I stood. Но я знал, что мне надо делать, и я продолжал стоять на своем. Paul wasn't talking about the world turned away from him. Павел не говорит о том, что мир отвернулся. The world had never turned toward Paul. Мир никогда к Павлу и не Paul was talking поворачивался. about the church for the most part. Но Павел говорит о церкви в ее большей They got части. tired of hearing Paul's message. Они устали слушать проповедь Павла. They got tired of hearing about all this death to self, amen. Они устали постоянно слушать о смерти для своего «я». They learned they could come to church, sing the songs, and still live like they wanted to live. Они поняли, что они могут приходить в церковь, петь песни и продолжать жить так, как они живут. Paul was just a little bit too serious for them, amen. Для них Павел был слишком серьезным. But Paul stood firm. Но Павел стоял твердо. I said Paul stood strong, praise God. Павел стоял твердо. Preachers, we must stand. Проповедники, мы должны Do стоять you hear твердо. me, preachers? We must stand, Вы praise слышите God. меня, проповедники? Мы должны стоять We твердо. must walk in His holiness, Мы hallelujah. должны продолжать ходить в We must walk in the Word of God Мы again. должны продолжать ходить в Слове Божьем. That's what this early church did. Это то, что делала первая They церковь. refused to compromise. Они отказывались идти на компромиссы. The Sapphire and Ananias had a wrong attitude toward this holiness. Анания и Сапфира имели неправильное отношение к святости. They didn't realize how precious it was to Peter and this church. Они не осознавали, насколько драгоценно это для Петра и для церкви. They thought they could kind of sidestep and not do what God said and everything be fine. Они думали, что они могут отойти в сторону, не делать того, что говорит Бог, и все будет нормально. They thought they could disobey or not walk in that purity and still have the life. Они думали, что могут быть непослушными Богу, не ходить в святости и при этом все еще иметь жизнь Божью. I want to give you an example of this in the Old Testament. Turn to Exodus chapter 3. Я хочу вам привести один пример из Ветхого Завета. Давайте откроем вместе книгу Исход, 3 главу. Everybody with me this morning? Вы со мной еще? You with me now? Amen? Вы со мной? Listen very carefully, church. Exodus chapter 3. Очень внимательно. Исход, 3 глава. Here in Exodus 3, Moses is used of God to tell Pharaoh to let God's people go. Здесь мы видим в Исходе 3 главы, как Бог использует Моисея, чтобы сказать фараону: «Отпусти мой народ». This is only after Moses had been on holy ground before God. Amen. Это In His произошло presence. после того, как Моисей был на святой земле, был в Божьем присутствии. When the Lord spoke to Moses out of this burning bush. Когда Бог говорил с Моисеем из горящего куста. Let's look at chapter 3, verses 1 through 6. 3 глава, Исход с 1 по 6 стих. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадьямского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хориву.
И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть. И воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: Моисей, Моисей. Он сказал: вот я. И сказал Бог: не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал: я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. This is the wholeness of God, and out of this wholeness, God speaks to Moses. Amen. Это святость Божья, и из этой святости Бог говорит Моисею. Now look at what God says to Moses in verses 7 through 10. И посмотрите, что Бог говорит Моисею с 7 по 10 стих. И сказал Господь: я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его от представников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли сей, в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евсеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Now this is the wholeness of God, about to deliver the people once again from sickness unto health. Amen. Это святость Божия, которая здесь намеревается еще раз избавить народ от этой болезни, от греха. God's about to deliver from death unto life. Бог хочет избавить их из смерти и привести к жизни. This again is God's preserving power, preserving that life. Amen. И вновь мы видим здесь сохраняющую Божью силу, которая сохраняет жизнь. Now let that sink in. This is God preserving that life. Это Бог, который сохраняет жизнь. And Moses sent to Pharaoh and said, let my people go. И Моисей, придя к фараону, сказал: отпусти народ мой. And God will use the plagues in Egypt to convince Pharaoh to let the people go. Amen. И затем мы видим, как Бог использует язвы в Египте для того, чтобы убедить фараона отпустить его народ. So Moses and Aaron go to Pharaoh. И мы видим, как Моисей и Аарон приходят к фараону. And Moses just come outside of that atmosphere, that wholeness of God. И Amen. Моисей только что вышел из этой атмосферы святости Божьей. And as they come, they're confronted by the magicians, Jannes and Jambres. И когда они пришли туда в присутствие фараона, то они столкнулись с его волхвами. Remember that Sapphira and Ananias' sin was hypocrisy. Вы помните, что грех Анании и Сапфиры – это было лицемерие. They counterfeited the real life. Они попытались подделать истинную жизнь. And every time that Moses would produce a plague, the magicians would do the same. И мы видим, что всякий раз, когда Моисей вызывал вновь какой-то суд, казнь Божью, мы видим, что то же самое делали и волхвы. The Bible says the magicians of Egypt did in like manner with their enchantments. И Библия несколько раз говорит, что и волхвы египетские сделали тоже своими чарами. And these magicians had the same spirit that Sapphira and Ananias У had. этих волхвов был тот же дух, который был в Анании и Сапфире. They were counterfeiting the real with their enchantments. Они подделывали настоящее своими способностями. And that word enchantment there means a blaze, a flaming fire. И вот это слово, которое здесь используется, означает пламенный пламень и огонь. But it also means a covering. Но это также означает как бы покрывало. So what God is telling us, there was no real fire, there was a covering of fire there. Но то, что Бог нам пытается сказать, что там не было настоящего огня, но что-то как бы покрывающее They огонь. did the things that Moses did, but only with a covering of a fiery zeal like Moses, they thought. Они делали то, что делал Моисей, но это был всего лишь прикрывающий огонь ревности, который они думали It was иметь. a covering that imitated the real fire of God's holiness. Это было что-то покрывающее или имитирующее истинный огонь Божьей святости. And God's holiness was preserving the life of God. Божья святость сохраняла его жизнь. But these magicians had a false covering that made it appear like they had that same desire. Но у волхвов
было вот это поддельное покрывало, которое как бы показывало, что у них то же самое So желание. what did these magicians do? И что делали эти волхвы? When the rod became a serpent, the magicians did the same thing. Когда жезл превратился в змея, эти волхвы сделали то же. The first plague, Moses turned the water into blood. Magicians did the same thing. Первая казнь, когда Моисей превратил воду в кровь, волхвы сделали то же самое. The second plague, the frogs covered the land. Вторая казнь, когда Моисей вызвал The жаб. magicians brought forth the frogs. Мы Amen. видим также и волхвы вызвали жаб. And each time, as you looked on the surface, they had that fiery zeal. И каждый раз мы видим, если смотреть поверхностно, мы видим ту же огненную There ревность. was an outward covering of fire and passion. Это было внешнее прикрытие, как бы вид огня и страсти. The rod was produced, the water turned into blood. Этот жезл превратился в змея, вода стала кровью. But then something happened. Но потом что-то произошло. Something happened. Что-то произошло. Remember we talked about wholeness in the life of Christ. Вы помните, мы говорили о святости в жизни Христа. They could not imitate the third plague. Они не смогли подделать третью казнь. They could not imitate bringing forth the lice. Bringing forth the lice. Lice is little. Они не смогли подделать вот этих мошек. They couldn't imitate that. Они не смогли этого Why делать. not? Exodus chapter 8. Почему? Давайте посмотрим. Exodus chapter 8. Исход 8 глава. Read verses 16 to the first part of verse 19. Прочитаем 16 по 19 стих. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону, это перст Божий. Moses struck the dust, and out of that dust came the lice. Моисей ударил по пыли, и из пыли произошли мошки. Moses brought forth life out of the dust. Amen. Моисей произвел жизнь или что-то живое из пыли. And that's something that man cannot imitate. Это Life. что-то, чего не может подделать человек. Это жизнь. Those magicians could not bring forth life out of dust. Amen. Эти волхвы не смогли произвести жизнь из праха, из God's пыли. trying to tell us something, church. И Бог пытается здесь что-то нам We сказать. can produce a lot of things in the house of Мы God. можем много чего произвести в Доме Божьем. We can give the appearance of a lot of things. Мы можем создать видимость много But чего. we must have this preserving power of wholeness to preserve the life of Christ. Мы должны иметь эту сохраняющую силу святости, чтобы произвести и These сохранить magicians жизнь could not bring Христа. forth the life. И эти волхвы не смогли произвести жизнь. Hypocrisy cannot imitate the true life of Christ. Лицемерие не сможет подделать истинную жизнь Христа. Only a life totally controlled by the Holy Ghost can bring forth this life. Только жизнь, которая полностью контролируется Духом Святым, сможет произвести Only a жизнь. man and woman totally controlled by the Holy Ghost. Amen. Только человек, полностью контролируемый Духом Святым, сможет принести жизнь. Hypocrisy can say all the right things. Лицемерие может все правильно говорить. It can produce a lot of fire and zeal. Она может произвести много огня и But ревности. it'll only be a covering. Но это будет лишь покрывало. I said it'll only be a covering. Это будет как прикрытие. When within the heart's not pure. Потому что внутри сердце не чисто. Сердце не свято. That's where the strange fire comes in the house of God. Это то, откуда приходит чуждый огонь в See, Доме Божьем. there's much strange fire across the church world. Очень много сегодня чуждого огня в церкви. There's much strange fire in the Pentecostal and charismatic movement. Очень много сегодня чуждого огня в пятидесятническом That strange харизматическом fire движении. has been produced from within. И этот чуждый огонь произошел изнутри. There's a covering of zeal and enthusiasm without the purity. Есть вот это прикрытие или покрывало ревности и энтузиазма, при том, что нет чистоты. Something happens in the spirit world when we do that. И что-то происходит в духовном мире, когда мы это делаем. Something's being established in the spirit world when we do that. Amen. Что-то утверждается в духовном мире, когда мы так делаем. It's called strange fire.
Это называется чуждый огонь. It cannot produce the real life of Christ within the church. Это не Amen. может произвести в церкви истинной жизни Христовой. That life comes from a vessel that's been humbled and broken by the power of Эта God. жизнь приходит только тогда, когда сосуд был смирен и сокрушен силой You Божьей. see, we are here today as a product of God's preservation. Мы сегодня здесь как продукт Божьей сохраняющей силы. There's not a one of us in this house today that didn't deserve death somewhere back there. Здесь из нас нет ни одного человека, который не заслуживал бы где-то смерти в своей жизни. But we are a product of that preservation. Но мы продукт вот этой сохраняющей We силы are Божьей. products of the preservation of the holiness of God. Мы продукт вот этой сохраняющей силы святости Sapphire Божьей. and Ananias refused to be that product. Amen. That vessel. Анания и Сапфира отказались стать такими They сосудами. refused to humble and be broken by God. Они отказались быть смиренными и сокрушенными Богом. And that counterfeit zeal and enthusiasm cannot bring forth that life. И вот эта поддельная ревность и энтузиазм не могут произвести жизнь. Only the preserving power of God's holiness can bring forth that Но life. только сохраняющая сила Божьей святости может произвести жизнь. My zeal, my talent, my ability can't produce that life. Моя ревность, мои таланты и способности не могут произвести жизнь. We had a service about 2 weeks ago on a Sunday night. 2 недели назад у нас было служение в воскресенье вечером. We ended up reaching out to some soldiers in Afghanistan. Мы пытались достичь Евангелием некоторых солдат в Афганистане. One of them had gotten genuinely saved through our webcast. И благодаря нашему интернет-телевидению один из этих солдат по-настоящему родился с ним. He had 2 weeks leave, so he wanted to come to North Carolina. И когда у него был 2-недельный отпуск, то вместо того, чтобы поехать домой, он приехал к нам в церковь. He's from Washington State. We never met the young man. Он был из другого штата, мы никогда с этим человеком не встречались. He came that weekend to the church. Но 1 неделю он приехал к нам в церковь. There was a stockbroker in New Jersey. Stockbroker in New Jersey. И в Нью-Джерси в это время был один брокер, биржевой брокер. About the same time this young soldier had got born again, this stockbroker got born again through the webcast. И Amen. примерно в то же самое время, когда уверовал через этот интернет-телевидение этот солдат, уверовал и этот биржевой брокер в том штате. His whole family is Irish Catholic. Вся его семья католики. I mean, there was a great stronghold in that family. Там очень серьезная твердыня в этой семье. But he got born again. Но он родился свыше, Born again by the Spirit of God. от Духа Божьего. Well, we didn't know it, but he came from New Jersey to the church the same weekend that the soldier came from Мы не Afghanistan. знали об этом, но в те же выходные, которые приехал к нам этот солдат из Афганистана, приехал и этот брокер к нам в церковь. They're from 2 different worlds. Они приехали к нам из 2 But here разных they are, миров, hungry for God. но они сидели там оба голодные по Now, Богу. our young people have been praying for these soldiers. И наша молодежь молились за этого солдата. When they get leave in July, we're told now that the commanding officer bring about half a dozen to the church. И он говорил, что в июле, когда он вернется, то его командир обещал привезти с собой еще человек 6. They want to come to this place where this soldier got so changed by the power of God. И они хотят приехать туда целой командой уже солдат, чьи жизни изменились благодаря силе. Now, I said all that to say this. Я говорю это все по одной причине. We're excited. Нас это сильно We're вдохновляет. thankful. Мы благодарны Богу. When they came that weekend, there was a stirring in the house. Когда они приехали в те выходные, там было Our сильное young people, возбуждение в церкви. our young people pray an hour before every church service. Наша молодежь перед каждым служением собирается и молится час. They sit on the floor on the left-hand side of the pulpit every service for a solid hour and В pray. течение часа перед каждым служением они садятся на пол слева от сцены и молятся. From age 8 or 9 to 21 years of age, they sit on the floor and pray and cry out to God. Начиная где-то с 9 до 21 года возраста, они сидят на полу и молятся. They were excited. И это сильно вдохновляет. But that excitement within itself produces nothing. Но само это вдохновение, возбуждение по себе It's only the произвести ничего не может. It's only the Spirit of God that can bring forth this life. Только Дух Божий может принести эту жизнь. So these 2 young men are there that Sunday in church. Итак, в это воскресенье были эти 2 молодых человека в нашей церкви. That Sunday night, the Holy Ghost was preached on. Amen. И в тот вечер было проповедано о Духе Святом. That you need the Holy Ghost. Amen. О том, что мы нуждаемся в Духе That you Святом. need to be baptized in the Holy Нам Ghost. необходимо иметь крещение Духом Святым. Here's a soldier from Afghanistan, a stockbroker from New York. Amen. Один солдат из Афганистана, другой биржевой брокер из Нью-Йорка. Оба из них спасены, были спасены и там к Господу. И им нужен был Дух And Святой. we're excited.
И мы были вдохновлены. But our excitement produced nothing. Но наше вдохновение и возбуждение ничего не But the произвело. Holy Ghost came. Но Hallelujah. Дух Святой пришел. I said the Holy Ghost came. Дух Святой пришел. And that soldier from Afghanistan and that stockbroker from New York both got filled with the Holy Этот Ghost. солдат Amen. из Афганистана и этот биржевой брокер из Нью-Йорка оба I said they got исполнились gloriously filled with the Holy Ghost. были Hallelujah. славным образом наполнены Духом Святым. I thank God for excitement. Я благодарю Бога за I thank God for возбуждение, zeal. ликование, за ревность But Бога. nothing can produce this life but the power, the purity of God. Но Amen. ничто не может произвести эту жизнь, кроме силы святости Божьей. We can say all the right things, we can't produce this life. Мы можем говорить правильные вещи, но мы не можем произвести жизнь. That's why it's so important to have this right И attitude towards поэтому God. так важно иметь правильное отношение к святости Божьей. At least we try to bring forth this holiness through our talent, through our abilities. Для того, чтобы однажды мы не начали пытаться воспроизвести эту жизнь своими талантами или своей ревностью. Instead of allowing God to stand up in a full blaze of His holiness. Amen. Вместо того, чтобы позволить Богу воспламенить эту And святость to cast that shadow over the church one more time. и позволить этой тени вновь осенить церковь. Don't you long for the shadow church? Не желаете ли вы этой тени? Don't you long for the shadow for your young people? Нет ли в вашем сердце молодежь вот этого желания по святости You got Божьей? lost loved ones in this house. Я знаю, что у каждого из нас есть неспособные близкие, родные, может быть, сыновья и дочери, которые Oh, we want to bring them back into the house of God where there's a shadow of holiness. и мы Praise God. хотим вернуть их в Дом Божий под тень святости Божьей. See, the spirit of compromise wants to come back into the house. Но дух компромисса хочет также возвратиться в Дом Божий. Sapphire and Ananias, Janus and Jambres. Анания и Сапфира, эти волхвы Египта, They want to bring a false fire back into the house. они хотят принести свой ложный огонь в Дом I don't Божий. want a false fire, praise God. I don't want a false fire. Я не хочу этого ложного, чуждого I don't огня. want mere zeal and talents, amen. Я не хочу просто We need ревность. the fire of God back in the house, Нам saints. нужен Божий огонь в Доме We Божьем. need this fire of God in the house of Нам God, нужен amen. огонь Божий в Доме Божьем. These magicians could not counterfeit Moses when he came to this third И place. эти волхвы не смогли подделать то, что сделал Моисей, когда речь начала идти So о it's жизни. represented bringing forth the life of God. Здесь говорится о том, чтобы воспроизвести жизнь God Божью. kind of life out of dust. Но Бог может из праха сделать жизнь. And these magicians said, this is the finger of God. И эти волхвы должны были признать, и они говорят, это This перст is Божий. the finger of God. Это перст Божий. We can't bring forth this life. Мы не Hallelujah. можем произвести эту жизнь. And this is the attitude we must have. И это то отношение, которое должно быть у нас. We must have this finger of God back in the house again. church. Этот перст Божий должен возвратиться в Дом Божий. I thank God for all we're seeing on heaven. Благодарю Бога за все то, что мы уже видели происходящее. I thank God for all that God's accomplishing. Amen. Я благодарен Богу за все то, что было But достигнуто. we need the finger of God back in the house again. Нам church. необходимо, чтобы перст Божий вновь был в Доме Божьем. How many of you here need that finger of God back in your personal life? Кто из I do. вас нуждается в этом персте Божьем в своей Come on, личной жизни? preacher. How many of you need that finger of God back in every part of your life? Кому из вас нужен этот перст Божий в каждой области вашей In жизни? any place where my life is at, the finger of God will touch. Amen. Чтобы в каждой части моей жизни перст Божий мог коснуться меня. That it's no longer my life, it's the life of Jesus. Это уже была не моя жизнь, но жизнь Иисуса. It's no longer just my enthusiasm, it's the power of the Holy Ghost. Это Praise не был God. просто мой энтузиазм, но это была сила Духа Святого. It's no longer our ability, but it's the power of the Holy Spirit. Это Praise не God. просто наши способности, но это сила Духа Святого. This is the attitude that early church had. Это то расположение сердца, которое They knew имело what ценность. they had was precious. Они понимали, что то, что у них есть, это драгоценно. The Bible says Jesus Christ, the preciousness. Мы читаем об Иисусе Христе, что Он есть драгоценность. He is precious. Hallelujah. Он драгоценный. I said He is precious. Он Hallelujah. драгоценный. His life is precious. Praise Его God. жизнь драгоценна. We must have that preserving power back in the house of Поэтому God. нам необходима эта сохраняющая сила, To preserve wholeness that produces His life. чтобы сохранить святость, которая производит Его It's жизнь. when the church like Peter and John again are alive and well, amen, have this attitude. Это когда церковь вновь станет, как в дни Петра и Иоанна, вновь займет ту же позицию. Then we'll see this life preserved. Когда мы увидим, как эта жизнь Божья будет сохранена. When we allow God to purge and cleanse and set us free again, we can see this life of Если God. мы позволим Богу вновь очистить нас и осветить, освободить от чего-то, то мы вновь увидим явление жизни. I believe God wants to purge
right here today. Amen. Я верю, что Бог хочет очищать нас прямо I believe здесь. the hearts of this house right now today has a cry to be purged and Я cleansed. верю, что сегодня здесь есть сердца, которые взывают Богу об очищении. There's too much of your life, too much of my life, but it needs to be cleansed and Есть purged. слишком много в нашей жизни, что нуждается в очищении и освящении. What about it, preachers? Что касается нас, When проповедников, we get in these pulpits, когда мы становимся за we кафедрой, still see too much of our lives. мы все еще слишком много представляем свою We жизнь. still lean too much on our knowledge. Мы слишком много еще опираемся на свои We знания. still lean too much on our old examples back, or experiences back there. Amen. Мы все еще слишком много опираемся на свой опыт где-то в прошлом. We need some things removed like Isaiah had removed. Есть вещи, которые должны быть сдвинуты в сторону, как это было с Исаией. There's people in this house today, you have things like Uzziah that are in your way. Amen. Сегодня здесь есть люди, и у вас, как у Исаии, что-то стоит между вами и It's Богом. hindering the life of Christ. И это препятствует являться жизни Христа. Uzziah himself wasn't sin in the eyes of Isaiah, but he was in the way. Озия сам по себе не был, может быть, грехом в жизни Исаии, но он стоял на пути. Uzziah had to be moved, amen. И поэтому Озию нужно было убрать. We must let God purge and cleanse us and set us apart in our daily life. Мы должны позволить Богу очистить и отделить нас в нашей повседневной We жизни. are responsible for our daily lives, amen. Мы ответственны за свою повседневную жизнь. We need to let Him consecrate our homes and our marriages. Мы вновь должны посвятить Ему свои браки, We свои need to let семьи. Him consecrate our relationships and our fellowships, Мы amen. вновь должны позволить Богу осветить наши взаимоотношения, We need to let God consecrate our ministries чтобы Бог вновь осветил наше служение, to preserve the life of Christ, чтобы была сохранена жизнь Христа, to remove Uzziah. чтобы убрать с наших путей Only эти when Озии. Uzziah was removed did Isaiah cry out. Только тогда, когда Озия был He сдвинут с said, "Woe Бога, is me. только тогда Исаия сказал: «Горе мне, я I нечист, am undone." я нечист». For he had seen the holiness of God. Потому что он увидел святость He Божью. said, "Send a coal from the altar that I might be cleansed." И он просил, я верю в своем сердце, Then he said, что "Here Бог I am now, очистил send me его. God." И потом он сказал: This «Вот was я». a prophet of God, church. Это был Божий He пророк. was a prophet of God. Он был Божий пророк. How much more today do we need this preserving power? Насколько больше сегодня мы нуждаемся в этой We сохраняющей need силе. this preserving power back in the house Мы of God. нуждаемся в этой предохраняющей силе в Доме Божьем. Holiness is that preservation. И святость и есть вот эта сохраняющая сила. Holiness will set us free of the compromise in the house. Святость — это то, что избавит нас от компромиссов в Доме Божьем. Holiness demands the life of another. Потому что святость требует жизни The другого. life of the Lord Jesus Это Christ. жизнь Иисуса Христа. Hallelujah. I said hallelujah. There is a preserving power in the church. И есть эта сохраняющая I said сила. there is a preserving power within the church. Есть эта сохраняющая сила. Purity and holiness, amen. Чистота и святость. Anybody here today have a Uzziah that's between you and the Lord? У кого-то из вас сегодня есть такой Озия между Anybody вами. here get honest today and say there's something between me and the Lord? Кто-то из вас может сегодня быть достаточно честным, I don't чтобы see that сказать, holiness the way I should есть see that holiness. что-то между мной и Господом. Я не вижу святости. I need that blood to cleanse me today, praise Я God. нуждаюсь, чтобы кровь очистила меня сегодня. I need that blood to separate me today, Я praise God. нуждаюсь, чтобы сегодня эта кровь отделила меня. I don't want my life made better. Я не хочу просто улучшить свою I want жизнь. the life of Christ. Я хочу получить I жизнь want Христа. this life of Jesus Я Christ. хочу жизни Иисуса Hallelujah. Христа. Let's stand this morning. Let's stand, praise God. Давайте поднимемся. Hallelujah. Listen very carefully, church. Послушайте, пожалуйста, очень внимательно. God wants to move in the midst of this teaching. Я знаю, что посреди этого учения Бог хочет This что-то is делать. not about us gaining knowledge about a doctrine. Здесь Amen. речь не идет о том, чтобы нам приобрести больше знаний о какой-то доктрине. This is not some theology. Это не просто еще какая-то теология. Holiness is God's preservation of life of Christ. Но святость — это Божья сохраняющая сила, которая сохраняет жизнь Христа. Holiness is God's preserving power to preserve this life of Jesus. Святость — это Божья сохраняющая сила. But this holiness will purify and consecrate. Но эта святость будет также очищать It'll и separate us. освещать. It'll separate us from all unrighteousness. Она будет отделять нас от всякой неправедности. And I want you to get honest with God today. Я Amen. хочу, чтобы вы сегодня I want стали you to get real with честными God just for a few и minutes. настоящими, открытыми перед Богом. Preachers, listen to me. Проповедники, послушайте. The attitude of the leadership of the church Отношение руководства церкви will absolutely affect the church of tomorrow. абсолютно повлияет на завтрашнюю If церковь. there's a looseness and a worldliness in the
church of the future. Если есть беспечность сегодня, если есть мирское состояние, If the Lord tarries. если Господь еще не If придет, there's a looseness then, it's because of the looseness now. если завтра в церкви будет беспечность, это потому что сегодня она присутствует. We must allow God to consecrate us unto His work. Мы должны позволить Богу посвятить нас на Его дела. Is there a Uzziah in your way this morning? Есть сегодня Озий на нашем пути. What about the church? Is there something between you and this holiness this morning? Что сегодня стоит между вами и Его святостью? If you know there is today, Если вы знаете, что есть что-то, and it's hindering the real life of Christ. и это препятствует жизни Христа, If it's hindering the real life of Christ, если это препятствует жизни Христа, and God has spoken to your heart, и Бог сегодня говорил с I вашим don't care how сердцем, small, how large it is, и неважно, как много или but мало, there's something there hindering this life of Jesus. но если есть что-то, что мешает жизни Иисуса, But you know today и вы сегодня знаете, that God has spoken to your что heart, Бог проговорил к сердцу, and your heart's desire is for this holiness and this purity. и это желание вашего сердца иметь эту чистоту и I want you to святость. come real quick and stand right Я here. Come хотел on, бы, real чтобы quick. вы Come. пришли сюда, Come this morning. Come. Preachers come. пришли Amen. вперед. Пусть Come on, это church. проповедники, пусть это Amen. This is будет not a teaching. Amen. Come on. это не просто учение. I know you're here. Amen. Come Я on. верю, что вы знаете, что вы здесь. Anything that hinders you between this life of Christ. Что Come бы on. то ни было, что стоит между вами и жизнью Христа. Amen. Come on, church. We must have the life of Christ. Нам необходима Его жизнь. The only hope that the world has. Единственная надежда, которую The only имеет мир. hope this world has Единственная надежда, которая is есть в that the этом мире, church be the church one more time. состоит в том, чтобы церковь вновь стала церковью. That the church has the real life of Christ. Чтобы церковь вновь имела жизнь That Христа в себе. the church has the shadow of holiness back again. Чтобы церковь вновь имела эту тень They can святости. come back to the house of God. Чтобы она возвратилась в And дом there's purity and there's holiness. в чистоте и святости. You know, when I got born again in 1979, Я родился свыше в 1979 году. I got saved January of 1979. Я был спасен в январе 1979 года. My wife-to-be got saved 2 weeks later and I got baptized in water. Моя будущая жена пришла к покаянию 2 недели спустя. I got saved in the Baptist church. Я покаялся в Баптистской церкви, We later on we received the baptism of the Holy Ghost and moved on. Amen. где не принимали крещение Духом Святым и так далее. There's about 200 people in that Baptist church. В той церкви было около 200 человек. I had known them all my life. Я знал их всю свою жизнь. I played semi-pro baseball. They just loved me to death. Amen. И я играл тогда на полупрофессиональном уровне в бейсбол, и многие эти люди любили They меня. just thought I was something special Они думали, что я кто-то особенный, until I got born again. до тех пор, пока я не родился свыше. All that changed. И вдруг это все изменилось. I realized that all those I knew in the church, most of them had never been saved. И я понял вдруг, что большинство тех людей, которые окружали меня в этой церкви, никогда не были спасены. They drank the same liquor I drank. Они пили тот же алкоголь, который пил But я. they prayed in church, sang in church, but drank the same liquor I drank. Они молились в церкви, пели в церкви, потом пили вместе со мной. They were no different than I was. Они ничем не отличались от меня. But I got born again. Но я родился свыше. You see, when this world looks to the church, Когда этот мир смотрит на церковь, they want to see men that are born again. они хотят увидеть рожденных свыше Men that are living holy lives. людей, живущих святой жизнью. Men that give them hope that God can set them free. Людей, которые могут дать им надежду, что Бог может избавить и их. Why should they want to come to a place where we can do some of the same things they're doing? Зачем им приходить туда, где мы, которые делают то же, что делают они? They know it's not right. Они знают, что мы неправильные. They live in bondage. Они живут в узах. They're jealous like the church is jealous. Они имеют ревность, ту же самую, которая есть в They got церкви. lust and they see the church has lust. Они имеют ту же похоть, которую они потом видят в церкви. They're greedy, they see the church is greedy. Они страдают от своей жадности, и они видят жадную церковь. Amen? You with me? Вы Amen? понимаете, о чем я говорю? They're jealousy, but they see the same jealousy in the church. Они завидуют, но они видят ту же зависть и в церкви. They want to come to a place where God sets you free of that stuff. Но они хотят прийти в то место, где Бог может избавить от Where that этого. stuff can't live no more, И praise все God. эти вещи больше не могут жить. And we know that God can set them free, И мы amen. знаем, что Бог может их избавить. Because we're going to come back to the place where we let
God set us free. Потому что мы придем вновь туда, где позволим освободить Where we realize нас. a half lie is sin. Где мы начнем снова осознавать, что полуправда – это I грех, said dishonesty is sin. что нечестность – это So грех. we're going to come back to the house of God. И тогда мы возвратимся в дом And Божий. we want God to preserve His life. Мы позволим Богу сохранить Его жизнь. Because we want to pull from the altar, praise Потому God. что мы желаем этот уголь We сжечь. want the blood of Jesus to set us free. Мы Hallelujah. хотим, чтобы кровь Иисуса освободила That a нас. shadow of holiness could be back in the house of God. Чтобы тень святости вновь появилась в Доме That they Божьем. can run from that foolishness. Чтобы они могли убежать от They этой can run from глупости, the world. от мира. They can run from all this false doctrine. Могли убежать от всех этих ложных All учений. this hyper faith. Всего этого And they can come back движения to the true Pentecostal church. и возвратиться в истинную Where there's церковь purity Пятидесятницы, and wholeness где again. есть чистота и святость. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Аллилуйя. Ask God to cleanse you now. Просите Бога очистить I вас. said, ask God to cleanse you with His blood. Просите Бога очистить вас. And He is just and faithful to forgive you, praise И God. Он праведный и Hallelujah. свят. I said, He'll cleanse you just like that. He'll cleanse you, praise God. Come on, church. Let's cry out this morning. Давайте будем взывать к Богу. Cleanse us, God. Очисти нас, Бог. Forgive us, Lord. Прости нас, Бог. Set us free in our hearts and lives. Освободи нас в наших We want the сердцах. life of Christ. Мы желаем жизни We Христа. want the life of Christ. Мы хотим иметь жизнь Cleanse Христа. us of all unrighteousness. Очисти нас от всякой Cleanse неправды. us of jealousy. Очисти нас от зависти. Cleanse us of half-truths. Освободи нас от полуправды. Cleanse us of pride. Очисти нас от гордости. Cleanse us of indifference. Очисти нас от безразличия. Cleanse our hearts and our lives, today, God. Очисти наши Set сердца. us free, God. Освободи нас, Господи. Cleanse us from arrogancy. Избавь нас от надменности. Cleanse us preachers from pride. Избавь нас, проповедников, от